Прогноз погоды на 3 дня с 25 июня 2026 года. Сәлеметсіздерме, қымбатты тыңдармандар. Сіздермен бірге болғаным қуаныш. Добрый день, дорогие друзья. Казахстан – страна, где небо умеет говорить на сотни языков. Сегодня оно расскажет нам историю о великом переломе. Где-то на севере пришел гость с дождем и прохладой, чтобы смыть зной и подарить земле живительное дыхание. Но солнечный юг отказывается сдаваться. Есть один секрет, который откроется вам лишь в конце нашего путешествия. Готовы отправиться на дорогу? По данным Казгидромета, погоду республики в ближайшие 3 дня будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. Ожидаются дожди с грозами, возможен град, шквалистое усиление ветра и пыльные бури. 25 июня удар стихии придется на северо-запад и север страны, прогнозируются сильные дожди. 25 и 26 грозовые фронты сместятся на восток. 26 и 27 западный рубеж и северо-запад снова примут дождевые облака. В северных и центральных районах ожидается спад жары до 23-28 градусов тепла. Но на юге и востоке горячие воздушные массы из Ашхабада упорно удерживают термометры на 33-38, а в отдельных районах до 42 градусов. Начнем наш путь с северных просторов Казахстана – Астана, Петропавловск, Кокшетау, Костанай. Над Великой степью 25 июня разворачивается настоящая симфония стихий. Циклон с северо-запада принесет грозовые дожди, порывы ветра достигнут 23-28 метров в секунду. Небо потемнеет до цвета мокрого серебра, и запах влажной полыни разольется над горизонтом. Температура воздуха опустится до 23-27 градусов. После долгого зноя это настоящее облегчение. 26-го облачность сохранится. Свежий ветер продолжит гулять по широким улицам северных городов, а к 27-му небо начнет постепенно светлеть. Астана – столица, привыкшая смотреть в небо. Сегодня небо смотрит на нее грозовыми очами, но уже к вечеру над Байтереком прольется теплый чистый дождь, как благословение перед началом нового дня. Абай, Буланыздар, жители севера, дороги будут скользкими, а порывистый ветер потребует вашего внимания и осторожности. Затем отправимся навстречу теплу на юг нашей страны – Алматы, Шымкент, Тарас, Туркестан. Здесь царит совсем иное настроение. Горячие потоки воздуха, пришедшие из далеких туркменских равнин, обволакивают эти края своим знойным объятием – 33-35, а в туркменских степях все 37-38 градусов в тени. Небо чистое и ослепительно синее, лишь к вечеру на горизонте могут появиться одинокие грозовые башни. Ветер умеренный, 9-14 метров в секунду, местами порывами до 20. Все 3 дня юг будет купаться в солнечном свете. Алматы – нежная, зеленая, укрытая горами, как материнской ладонью. Ночи здесь будут теплыми и душистыми, а горные районы Алатау подарят прохладу в 20-25 градусов, где в высоких ущельях еще дышат вечные снега. Кун Шуакты был сын Алматы. Теперь наш взор обращается к седому Каспию, на запад – Актау, Атырау, Актубе, Уральск. 26 и 27 июня сюда доберутся те же фронты, что уже прошли по северу. Уральск и Актубе встретят дожди с грозами, ветер усилится до 15-20 метров в секунду и степь зашумит. Атырау и Актау пока еще держатся за тепло – 33-36 градусов. Морской бриз с Каспия чуть смягчает зной, придавая воздуху особую соленую свежесть, которая так ценится у здешних берегов. Но к выходным и западные просторы ощутят дыхание циклона.
Продолжим наше путешествие там, где встает солнце, на востоке, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер. 25 и 26 Восточный Казахстан станет ареной мощных гроз. Горный Алтай, чьи снежные вершины сверкают даже в летнее небо, примет удары стихии. В Риддере и в горах прохладно, 20-25 градусов, ветер порывами до 15-20 метров в секунду. В Семее и Усть-Каменогорске жарче, до 34-35, но грозы освежат воздух и наполнят реки горной силой. Чистый воздух после дождя в этих краях – особое богатство, которое не купить ни за какие деньги. И в завершении заглянем в самое сердце Сары-Арки, в центральные регионы – Караганда, Жезказган, Балхаш. Степной центр непредсказуем, здесь природа любит удивлять. 25-го еще жарко, 28-32 градуса, ветер умеренный, но уже к 26-му грозовые фронты дотянутся и сюда. Возможны кратковременные дожди, шквалы и резкие перепады температуры. Жезказган среди рыжих холмов встретит облачные закаты, Балхаш покроется рябью от порывистого ветра. К 27-му небо постепенно прояснится, и солнце вернется на свое законное место. Легко пройдемся по уютным уголкам нашей необъятной страны. Итак, 3 ключевых дня. Север, запад и восток живут под знаком активного циклона. Дожди, грозы, порывистый ветер и освежающая прохлада 23-28 градусов. Юг хранит верность теплу, стойкая 33-38 градусов без осадков. Центр стоит на границе двух миров и в ближайшие дни испытает и то, и другое. Что надеть? На севере и западе возьмите легкую куртку, которую легко снять, и обязательно зонтик или дождевик. В грозу держитесь дальше от открытых трасс и высоких деревьев. На юге легкая дышащая одежда, головной убор и солнцезащитный крем обязательны. В горах одевайтесь слоями, утром прохладно, днем жарко. А теперь раскроем наш секрет. Помните, вначале мы пообещали рассказать, кто устоит перед натиском циклона. Этим упрямым счастливчиком окажется юг Казахстана, Туркестан, Шымкент, предгорье Тянь-Шаня. Там, несмотря на всю ярость северного гостя, солнце будет сиять все 3 дня, не сдавая ни единой позиции. Казахстан огромен, и в нем всегда найдется уголок, где тепло и ясно, где степь пахнет полынью, а небо остается добрым. Кош болыныздар, қымбатты достар. Денсаулықтарыңыз мықты, жолдарыңыз ашық болсын. До новых встреч!